Из более чем 1 миллиарда 200 миллионов рублей, выделенного из бюджета в текущем году на реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот в Якутии, освоено лишь 279 миллионов рублей. Такие данные приводятся по итогам инспекции правительства республики. В чем причина такой ситуации, как исполняются другие обязательства в отношении детей-сирот и какие нарушения выявляются? Об этом мы сегодня поговорим с начальником отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Саха-Якутия со старшим советником юстиции Юлией Каминской. Юлия Николаевна, здравствуйте. Вот почему сложилась такая ситуация, когда средства вроде бы есть, но освоить их не могут? Здесь целый комплекс причин действует, начиная от неполного, несвоевременного финансирования со стороны органов государственной власти, участия в освоении денежных средств органов местного самоуправления, которые формируют конкурсную документацию с нарушением требований федерального законодательства. Например, в этом году городской округ города Якутск не указал в своей конкурсной документации, что квартиры необходимо приобретать в домах многоквартирных, и в которых 25% не более должно предоставляться детям-сиротам. Из-за этого конкурсы не состоялись, и 448 квартир и в первом полугодии, по-моему, по итогам 9 месяцев не были приобретены. Конкурсы эти зачастую приходится проводить несколько раз, потому что подрядчики не спешат участвовать в реализации жилищных прав детей-сирот, а также зачастую они и не исполняют собственные обязательства, и поэтому средства в некоторых случаях частично не осваиваются и в итоге возвращаются в бюджет. Например, 40 миллионов в 2016 году, 80 миллионов в 2018 году из миллиарда. Поэтому будем надеяться, что в этом году, как обещает Министерство труда и социального развития, которое отвечает за реализацию и предоставление квартир детям-сиротам, эти средства будут максимально освоены. В каких регионах ситуация наиболее критична по предоставлению жилья? Можно назвать Алданский район, город Якутск, и ряд еще других районов. Вот еще одна из проблем – это когда жилье детям-сиротам все-таки предоставляют, но оно некачественное. Кто в этом виноват и что в такой ситуации делать, что делает прокуратура в этой ситуации? Органы прокуратуры ежегодно выявляют такие факты. В основном вина, конечно, лежит на подрядчиках, которые своевременно не выполняют свои обязательства, а также из-за отсутствия должного контроля со стороны органов местного самоуправления, которые, бывают случаи, даже оплачивают невыполненные работы, как, например, в Татинском районе. И прокурор района заставил из местного бюджета предусмотреть 3 миллиона рублей. Средства эти были выделены, и строительство дома, по-моему, завершено. А вот замглавы администрации, который совершил это преступное деяние, в его отношении было возбуждено уголовное дело, а потом было оно, в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. В Вилюйском районе прокурор добился выделения 1,5 миллиона рублей на устранение строительных недостатков. Там была система отопления смонтирована и так далее. По-моему, в Алданском районе подрядчик был привлечен к штрафу 130 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей. И, конечно, здесь еще проблема в том, что за созданием этого специализированного жилого фонда должен осуществляться контроль со стороны специализированных организаций, таких как Министерство архитектуры и строительного комплекса республики. Поэтому мы принимали меры реагирования, чтобы на законодательном уровне был закреплен этот контроль, и в постановлении правительства 148 в настоящее время такие изменения внесены, чтобы вплоть до передачи детям-сиротам квартир со стороны органов государственной власти также осуществлялся контроль. Вот виновные наказаны, но жилье-то уже построено, и людям уже выданы ключи. Как-то и меняют квартиры, и производят ремонты в помещениях? Ремонты, я знаю, что прокурор Чоропчинского района как раз обязал спустя 5 лет
была снова проверка проведена вот этого специализированного жилого фонда. И еще раз напомню нашим телезрителям, что дети-сироты не имеют права распоряжаться в течение 5 лет этим жильем, потому что оно специализированное. Данная норма введена федеральным законодателем именно с целью предупредить какие-то факты мошенничества и иных преступных действий в отношении сирот, которые не социализированы. И, значит, проверка показала, что за 5 лет тоже определенный уже износ этого жилья, недостатки. И, например, приватизировав его, дети хотели бы, сироты, лица из их числа, сменить свое место жительства, переехать в другой район, продав его. Но вот жилье уже в таком состоянии находится. И вот прокурор Чурапчинского района обязал, значит, местную администрацию произвести полностью капитальный ремонт. Так что, надеюсь, такая практика будет со стороны местных администраций, но и в других районах. И сироты тоже должны знать о наличии таких прав. А каков вообще порядок обеспечения жильем детей-сирот? Данный порядок определен как федеральным законом 159 о дополнительных мерах социальной поддержки детям-сиротам 1996 года и нашим законом республики о порядке предоставления жилья детям-сиротам. Там одинаковые, естественно, принципы. Это то, что ребенок-сирота должен быть поставлен на учет с 14 лет в месячный срок, с момента наступления вот этой даты. Меры по постановке его на учет должны, значит, принимать администрации центров для детей-сирот, это бывшие детдома, по устройству детей-сирот в семье, опекуны и попечители. А если такие меры не принимаются, то органы опеки самостоятельно должны собрать все документы и поставить ребенка на учет. В 18 лет должно быть это жилье предоставлено, но с учетом того, что у нас в основном жилье стараются в республике предоставлять новое, приобретают его путем строительства, срок этого строительства занимает 2 года, то, значит, естественно, что вот эти сроки все сдвигаются. А финансирование, как правило, направляется органам местного самоуправления в год наступления права у сироты. То есть к этому времени нужно еще прибавить еще 2 года, вот как право наступило, в то время как эти деньги должны предусматриваться заблаговременно, именно за 2 года. И вот федеральный законодатель установил, что только по заявлению ребенка, который он напишет 18 лет, там он указывает конкретный срок, когда бы он хотел получить это жилье. А именно, у детей-сирот какие возникают сроки? После призыва в армию, после окончания профессионального учебного заведения, высшего либо среднего, кто-то находится в колонии. Как известно, 20% по Российской Федерации выпускников детских домов совершают преступления, как правило. Поэтому к этому сроку можно написать заявление, что заблаговременно к этому сроку я прошу, чтобы мне предоставили жилье. Но надо иметь в виду, что там, где оно строится, а не приобретается на вторичном рынке, потому что на вторичном рынке нет достаточного числа однокомнатных квартир, еще находящихся в соответствующем состоянии, то нужно как раз заранее писать, где-то за 2-3 года, чтобы точно уже к моменту окончания учебного заведения уже жилье было готово. И в целом за 10 лет получила около 4000 сирот, 3872 человека, квартиры. Например, в прошлом году более 300 миллионов было не выделено в полном объеме с начала года. Мы принимали меры реагирования. В этом году 600 миллионов, пока в проекте бюджета, который в первом чтении принимается, тоже пока не хватает. Нужно 1 250 000 на 2020 год. А пока только более 600 миллионов предусмотрено. Мы надеемся, что правительство исполнит требования федерального закона 159 и по-прежнему будет оставаться в число лидеров среди других регионов, потому что в Краснодарском крае, у наших соседей, в Хабаровском крае эта очередь несколько тысяч составляет, и годами по 10 лет и более жилье сирот не предоставляется. Спасибо большое, Юлия Николаевна.